В острой фазе трансформации мировой экономической системы народам Севера и Арктики поставлен новый вызов, требующий внесения решительных действий в отношении традиционных отраслей. Результат их работы напрямую формирует продовольственную безопасность и самообеспечение продуктами питания нашего географически и логистически удаленного северо-восточного региона страны. Наиболее перспективным для наращивания мясной продукции на первом этапе становится якутское табунное коневодство, увеличение поголовья которого – реальная задача в ближнесрочной и долгосрочной перспективе. Однако без решения оперативных задач высокотехнологичного ветеринарного обслуживания цели достижения продовольственной безопасности республики не могут быть достигнуты. На помощь приходит якутская биотехнологическая наука, предлагающая значительно увеличить деловой выход жеребят за счет профилактики пробиотиками и вакцинами для лошадей от мыта, сальмонеллезного аборта лошадей и ринопневмонии. Сегодня правительством республики внесен законопроект о внесении изменений в закон Республики Саха о государственном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В проекте закона на 2022 год Департаменту ветеринарии предусмотрено выделение субсидий на приобретение вакцин и пробиотиков в сумме 15 миллионов рублей. В случае одобрения законопроекта парламентом республики департаментом будут проведены мероприятия по закупке стратегически важных вакцин и пробиотиков для коневодческих хозяйств. Как рассказал доктор наук, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии Михаил Неустроев, в прошлом году наблюдались массовые аборты у кобыл вилюйского и верхневилюйского улусов. Сегодня наблюдается нерадужная картина и в других районах, что негативно скажется на поголовье в табунном коневодстве Якутии. Если мы хотим, чтобы у нас была решена продовольственная проблема, это получение переплода от кобыл, то, как показывают отчетные данные, мы в настоящее время получаем от 100 кобыл 55-60, самое большее процентов переплода. А ущерб в деньгах это составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей в год. В этом году включили в бюджет заказ на вакцину сальмонеллезного аборта лошадей на 15 миллионов. Я надеюсь, что на следующий год эта сумма повысится. Если у нас производство будет, то у нас и продукты будут. Это же понятно всем. В связи с создавшейся ситуацией, сейчас очень важно производство собственных лекарственных средств, кормовых добавок. В этом отношении, чтобы заменить импортозамещение. С одной стороны, мы вроде бы готовы, потому что мы уже, как говорим, с 2000 года работаем над разработкой именно безопасных пробиотических препаратов как альтернативы антибиотикам. И поэтому, конечно, для получения органической продукции животноводства, они просто необходимы, особенно в наших условиях. Поэтому, конечно, важно выращивать именно животных без применения антибиотика, как можно меньше воздерживаться. У нас пробиотик Сахабакти Субтил, и особенно он оказывается эффективен именно в табунном коневодстве. И это сами коневоды сами убедились. Вы, наверное, видели, как у нас тут с утра тут столько народу очередь именно за пробиотиком Сахабакти Субтил. Они говорят, что прямо туранкалер, потому что эти животные, как говорится, мало на них употребляли лекарственных средств, и они очень отзывчивы. Скудный корм, это холодовые стрессовые факторы, и у них вызывает дисбактериоз. Поэтому наравне с нашими вакцинами, применение, наши вакцины инактивированные, и поэтому они безвредны для организма, они не содержат, как говорится, живую бактерию, и именно от пробиотика мы можем именно получать органическую продукцию животноводства.